Окружные казачьи общества на территории СКФО созданы в 5 субъектах. Это Ставропольский край, республики Северная Осетия и Алания, Кабардино-Балкария, Дагестан и Чечня. Все они входят в состав Терского казачьего войска. Как прозвучало, на кругу, который состоится 7 сентября, этот список пополнит станичное общество Республики Ингушетия. Атаман войска Вячеслав Филипенко выразил благодарность главе Ставрополя Владимиру Владимирову и Комитету края по делам национальности и казачества за поддержку казаков. Члены Комитета Совета Федерации также высоко оценили тот факт, что на Ставрополе впервые в России были сформированы краевые законы о деятельности казачества, о наделении его землей. Однако, как прозвучало, потенциал казаков используется не совсем продуктивно. Несмотря на проделанную работу с уверенностью, могу сказать, что потенциал казачества в несении государственной и иной службы до конца не использован. Во всяком случае, в нашем области. Казачество является основной быстрой и мобилизационной силой, которая может решить любую поставленную задачу. Речь шла о подзаконных актах, которые необходимы, чтобы специальный раздел о казачестве Федерального закона о содействии граждан в охране общественного порядка наконец заработал. Как отметил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Чекарин, заинтересованные ведомства, в частности МВД, должны внести свои предложения по расширению сотрудничества с казаками. Кроме того, он сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина был создан закон о государственной системе профилактики правонарушений. И нам очень важно, чтобы в этом законе свое место нашло и казачество. По функциям, по возможностям, Это авторитетная организация с очень авторитетными людьми, с чистой биографией, с желанием служить Родине. Поэтому я думаю, что 50% успеха, наверное, в реализации профилактики правонарушений у нас при правильной постановке вопроса может быть за нашим казачеством. Кроме того, как подчеркнул член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Михаил Афанасов, особая роль казакам отводится в сохранении этноконфессионального баланса как основы стабильности в восточных районах Ставрополья. Одним из главных факторов обострения межэтнических отношений является интенсивная, неконтролируемая миграция в восточные районы края жителей соседних субъектов. В связи с этим из восточных районов региона уезжает русскоязычное население. Поэтому на заседании было принято решение выработать ряд мер по нормализации обстановки в этих территориях. В частности, активизировать казачество в восточных районах Ставрополья. Олег Исаев, Информбюро.